На этой неделе в Коми началось широкое общественное обсуждение проекта территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами. В ней подробно расписаны места хранения, временного размещения и конкретные маршруты, по которым мусор вывозят на полигоны. В отдаленных населенных пунктах, куда зачастую нет дорог, возможно, оборудуют установки термодеструкции. Они перерабатывают мусор на месте и, как утверждает региональный оператор «Севера», без какого-либо вреда для экологии. Алексей Корчма узнал про умную утилизацию. Экономично, экологично, энергоэффективно. Одна подобная установка термодеструкции способна решить проблему накопления ТКО в отдаленных населенных пунктах Коми. Если в распутицу не проехать, мусор надо уничтожать на месте. Углеродосодержащее сырье поступает в реактор через шлюз. В самом реакторе проходят 3 процесса, то есть постепенные. Да? Это зоны выпаривания при температуре от 100 до 150 градусов. Процесс пиролиза от 400 до 550 градусов. И процесс газификации, то есть 700-900 градусов. В процессе газификации сырья происходит кратковременная деструкция при температурах более 2000 градусов с большим выделением тепловой энергии. На выходе натуральная зола, никаких вредных выбросов в атмосферу. Весь процесс термодеструкции безвреден для окружающей среды, утверждает региональный оператор «Севера». И предлагает запустить первую пилотную установку на левобережье Печорского района. У этой технологии термической деструкции есть шансы быть признанной одной из наилучших доступных технологий. Это во многом тоже может помочь нам снять вопросы и по экологической безопасности, и по экономической и энергетической эффективности этих установок, потому что эти установки сегодня во всем мире, в Европейском Союзе в частности, рассматриваются как часть их стратегии по производству, по генерации энергии из отходов. В территориальную схему по обращению с ТКО регоператор предлагает включить 4 установки термодеструкции. 2 в Воркутинском районе, по одной в Усть-Цилимском и Печорском. А в идеале таких на всю республику надо как минимум 250. Надо применять современные методы деструкции отходов, с помощью которых после которых появляются полезные продукты в виде углеродосодержащих жидкостей, печного топлива, в виде остатков, которые могут применяться в строительстве. В структуре тарифа на обращение с ТКО более 80% именно транспортная составляющая. И применение новой технологии утилизации мусора поможет сдержать рост платы, а в идеале вообще уменьшить тариф. Транспортная составляющая в нашем тарифе – это очень большая цифра, порядка 87%. Да? Значит, мы нацелены на то, чтобы снижать эту транспортную составляющую путем установки вот этих установок, которые работают на собственном энергохимическом потенциале. То есть, данная установка, она не требует каких-то дополнительных энергоресурсов, а работает на синтез-газе, который вырабатывается из ТКО. Экологи, общественники, представители правительства, депутаты и профильные министры сейчас изучают опыт использования метода термодеструкции. С большой долей вероятности проект регионального оператора «Севера» будет одобрен. Но перед этим еще предстоит экологическая экспертиза и общественные слушания. Самое главное – изучить документацию и убедиться в том, что будут соблюдены вопросы касательно экологии. Да, это и в части выбросов в атмосферу, и в части взаимодействия с почвенным составом земли. Мы за любые проекты регионального оператора, если они реализуются не за счет потребителей. Региональный оператор «Севера» спешит успокоить. Установки термодеструкции закупят за счет собственных средств, и эти затраты не лягут на плечи населения. Территориальную схему по обращению с ТКО в республике должны принять не позднее 25 декабря. К этому времени появится ясность о коммунальных тарифах на следующий год.